Они бесстрашны даже в самый ответственный момент, когда нервы должны быть натянуты до предела, сохраняют самообладание и профессионализм. Медицина – это даже не ремесло, а настоящее призвание. Тех, кто для себя выбрал эту сферу и в ней состоялся, сегодня награждали в администрации главы республики почетными званиями, орденами и грамотами. За торжественным моментом наблюдала Анна Зубарева. Их миссия – спасать человеческие жизни. От лица главы Республики Коми в канун Дня медицинского работника вручил награды и поздравил служителей панацеи первый зампредседателя правительства Коми Игорь Булатов. В республике сегодня 15 тысяч медиков, и все пришли в профессию по-разному. Пришла в профессию вместе со своими подружками. Они пошли туда, в медицинский, и я пошла туда вместе. Как и все наши медработники, хочу помочь людям, как-то облегчить им жизнь. Галина Горюшина приехала из Инты в Сыктывкар для важного дела – получить звание почетного работника здравоохранения Коми. Она, как и ее коллега Зинаида Остапчук, в профессии около 50 лет. Зинаида Петровна, к слову, с самого детства хотела быть именно медицинской сестрой. Сегодня работает в операционной. У нас работа, конечно, очень серьезная, ответственная. Наша работа заключается, мы спасаем людей, оперируем. Операции очень сложные. Ну и вы знаете, я уже привыкла к своей работе, я просто без нее не могу. Я не устаю, мне нравится, мне уже возраст, я уже давно работаю, я бы еще работала. Обязанности медсестры не сводятся лишь к базовому уходу и наблюдению за пациентом. Порой они самые настоящие психологи. Это вам докажет Галина Макарова. Она трудится в Коми республиканской психиатрической больнице. Поступают больные и с соматическими отклонениями, и психическими. И вот приходится их убеждать, беседовать больше, что можно жизнь поправить еще. В большинстве своем пациенты попадают в эту больницу в депрессивном состоянии. Иногда вовсе не хотят продолжать жить. Но за те почти полсотни лет, что Галина Адамовна отдала психиатрии, желания все бросить, признается, не было. Хотя в юности мечтала совсем о другом – стать переводчиком немецкого языка. У меня, если честно, планы были другие, но родители сказали, пойдешь в медицину, все. А потом вроде бы понравилось, и так и работаю с таким удовольствием. Все. Даже и пациенты любят меня, и я их обожаю, все. За самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный в борьбе с коронавирусной инфекцией, благодарность президента Российской Федерации вручили сегодня старшей медсестре Сыктывкарской 3-й поликлиники Елене Анисимовой. В ее семье тоже никто не был против своего человека в белом халате. Никто не отговаривал. Мама, наоборот, была за. Вот. Даже помогала учиться вначале, то есть старалась меня куда-то на курсы отправить еще. Нет, никто не отговаривал. Все, наоборот, говорят, иди, у нас будет домашний врач. На наш вопрос, зачем пришли в медицину, все, кто в этом зале, отвечают в один голос. Затем, чтобы помочь. И, кажется, совсем не устают это делать, несмотря на стаж и возраст. Анна Зубарева, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.